Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. Я сегодня решила сниматься лицом. Ну, почему? Потому что это вот для вас будет психологический разбор, индивидуальный расклад, но с психологическим разбором. Вот как будто бы вы к тарологу, психологу пришли на прием. И вы знаете, это не популярный расклад, не очень популярный именно на каналах, поэтому это одна позиция. Я хочу сделать один большой расклад на одну позицию, на мужа, на отношения с мужем. Почему? Потому что на индивидуальных раскладах раньше, вот когда я их делала, да, это было постоянно. Что у меня с мужем не так? Ну, что у меня с ним не так? Ну, что-то не ладится отношения. Ну, как-то мы друг другу, ну, то ли остыли, ведет себя странно, что-то произошло, да. Может быть, то, что много лет прожили вместе и уже изжили там себя, или пусть даже немного лет прожили, но вот не получается ничего, и все тут. Вот. И я, конечно, взяла вот классическую колоду, которой я много лет гадала там на индивидуальных раскладах людям. Знаете, я этих колод несколько изнахратила, истратила, да, за время того, сколько я гадала. Вот. И, соответственно, раз я ушла на пенсию, то индивидуальные какие-то вот такие вот расклады, которые они попадаются вам, да, вот на одну позицию, они как индивидуальные идут. Почему? Потому что редкий расклад, кому он нужен, да, редко там на ютубе кому нужен расклад на отношения с мужем. И вот мы сейчас с вами просто побеседуем. Меня зовут Карина. Если вы вдруг меня не знаете, мало ли, да, не видели, не слышали, меня зовут Карина. Я таролог и практик, но сейчас вот я отдаю себя только на общие расклады на YouTube. Итак, мы с вами сейчас посмотрим большой расклад на мужа, на отношения. Вы должны про своего мужа подумать, естественно, ну, представить его хотя бы перед картами, перед раскладом, да, как-то вот энергетически этот расклад немножко зарядить. И мы с вами снимаем, да, то есть вы пришли ко мне на прием, я даю вам колоду, и вы ее что делаете? Снимаете. Снимаете 3 раза, правильно? 3 раза. Карты я буду вам показывать. Ну, хотела вот, почему лицом, ну, чтобы вы как будто бы ко мне пришли, да. Мы с вами так вот, ну, беседуем, что ли. Многие представляют меня другим человеком по голосу. Это действительно так. Но у меня действительно много видео на каналах лицом. Просто, допустим, на школе Таро около 4000 видео, на Элайфе там сколько-то там, может, 1000, на гаданиях, заговорах, может, там тоже 500. И, ну, теряются среди куч видео, да, не теряются те видео, которые я лицом записываю, естественно. Вот. Так, колоду я сняла. Как вы видите, на дне колоды у нас 6 мечей. И карта сразу же говорящая, она показывает, что человек уходит от проблем. Вот муж, которого вы здесь загадали, да, ему вот лишние проблемы не нужны. Ему кажется, что за спиной у него все горит. Ну, обложили разными проблемами. И лучше сбежать от этих проблем, вот уйти от ответственности, чем дальше напрягаться. Потому что руки где-то опустились у человека. Вот сразу же вам могу это показать, да, по дну колоды, просто это видно. Так, ну давайте посмотрим совместимость вашу. Эта совместимость не навсегда, на сегодняшний период. Как у вас сходятся характеры-то друг с другом, да? Туз пентаклей, туз пентаклей. Ну, характеры у вас сходятся. Потому что это как бы карта благословения небес. Тут у нас материальный аспект, в принципе, неплохой. То есть люди по денежным запросам, по материальной сфере, они солидарны друг с другом. Между прочим, каждый из вас хочет в жизни изобилия. Это правда. И туз пентаклей хорошая карта. Она говорит, даже вот на сегодняшний день вы чувствуете там с мужем какие-то проблемы, там, может быть, препятствия для отношений, что-то вам не так, да, а совместимость характеров очень хорошая. Это видно по тузу пентаклей, что это как Божье благословение, да. Бог протягивает руку из неба и дает свой подарок. То есть вот вы друг другу как подарок с мужем.
Действительно, очень похожи, очень подходите друг другу, совместимы, нужны друг другу. И, между прочим, карта сразу говорит о реабилитации. Ну, о том, что вы можете восстановить отношения, улучшить их. И даже если человек боится ответственности, да, ну, отношения вы улучшить можете. То есть просто нужно дать им какой-то шанс. Хорошо. Эмоциональный фон в паре. Какой у вас эмоциональный фон в паре? Что там сейчас горит? Что там горит? Рыцарь Пентаклей, суховато. Вот видите как? Романтики-то ноль. Он ведь основательный рыцарь Пентаклей, верный, честный, но совершенно не романтичный. Он готов, может быть, даже работать, но очень медленно, как-то плавно входит в работу. Пассивно может вести себя даже в труде, но, опять же, делать все на совесть, да, основательно. Вы знаете, есть такие люди, ковыряются на одном месте, а потом бах, и получается что-то хорошее. Вот рыцарь Пентаклей, он так-то ведь специалист, хороший специалист. И ценят, наверное, его как работника, ну уж больно медлительный, да. Такой вот ковыряется и не особо продвигается по службе или там не особо повышает доход. Такой у него даже цели нет. Он медленно идет в гору, лошадка у него прям стоит. Вот смотрите, именно стоя стоит, да. То есть вот такие вот настолько плавные шаги, что чувствуется ее стационарность этой лошади. Так, ну ладно, глянем теперь чувства к вам. Какие у него есть чувства на сегодняшний день у товарища вашего? У вашего мужа какие чувства? Шут, вот видите, он как-то немножко дурит, да? Дурит, получается. Он в вас заинтересован, но ему хотелось бы, чтобы отношения стали легкими, ему как приключение какого-то охота, освежить отношения, обновить отношения между вами, понимаете? Шут, он всегда, он готов со скалы вниз. И видно же, что ваш муж как застоялся. Ну, то есть у него романтики нет, он такой весь черствоватый какой-то, в то же время честный и добрый. И с другой стороны, ему бы хотелось что-то обновить. Он это как бы головой-то понимает, поэтому чувства у него, конечно, есть, но нуждаются в новизне. Он хочет даже в вас что-то новое увидеть, по-другому взглянуть вообще на вас, да? На ваши отношения, на вас. Ему бы хотелось, может быть, там, не знаю, на вас новое платье увидеть, да? Или новую прическу какую-нибудь, развеяться в этом плане. Так, ладно. Мысли и намерения какие у него? Мысли и намерения. Пятерка пентаклей. Он понимает, что вот вам тяжело вместе идти по жизни, но идти мы будем. Вот это его намерение и мысли, что он не собирается выходить из отношений. Я эти отношения понесу, поведу, потяну, но вместе мы обязательно будем. Видите как? Бросать не хочет. Знает, что карма у вас, отношения еще не отработана, что вы друг другу что? Судьба. И вместе будете влачить свое существование, даже если вот такие проблемы, трудности идут. Даже если какие-то денежные проблемы идут. Или еще что-то. И он даже не хочет, может быть, решать. Но и из брака выходить ему бы не хотелось. Он к вам привязан. И он знает, что вы-то вместе с ним в огонь, в воду, в медные трубы, во все это пойдете, правда? Хорошо, давайте посмотрим то положительное, что вашу пару объединяет на сегодняшний день. Именно то положительное, да? То хорошее, что еще осталось. Император. Вы знаете, император, карта неплохая. Она показывает, что этот мужчина хочет быть в браке и быть лидером, быть хозяином в своем доме. Хочет дом, хочет в семье жить, чтобы деньги были, чтобы стабильность была. Он эту терять стабильность совершенно не собирается. Не хочет ее терять. И это положительно, оно вас объединяет. Вы ведь тоже этого хотите, чтобы он был хозяином,
чтобы он был управителем таким, с лидерскими качествами, да? Вы же хотите этого, значит, это вас объединяет. А еще вы хотите вместе построить какую-то империю, правильно? Вместе, чтобы у вас было вот такой вот, как сказать, ну, трон, чтобы был, чтобы еще какие-то люди были объединены с помощью вас обоих. У императора всегда есть императрица, правильно? Вот в это вас объединяет, что вы хотите быть императором и императрицей, достойными друг друга. Так, а что же отрицательное? В чем могут быть здесь разногласия? Посмотрим. Как раз распределим тут все в вашей голове, да, по полочкам. Тройка пентаклей. Ну, вы знаете, вы к нему имеете, может быть, такие претензии, что ты ведь хороший профессионал. Ты можешь зарабатывать больше, ты можешь сделать больше. Ты можешь, чтобы тебя ценили-то как-то постараться, да. Качай права на работе, или сделай что-то, смени работу, устройся, пойди, там, не знаю, фирму свою организуй. Или там, хочу тебя видеть, чтобы вот тебя уважали в обществе. Более того, разногласия тут еще как идут, то, что ваш муж, он себя меньше ценит, чем вы его. Вы в нем видите потенциал, а он в себе потенциала столько не видит. Он честный человек, он хороший профессионал, но он в себе этого как будто бы не замечает. Из-за этого идут у него проблемы, неуверенность в себе, замкнутость, нежелание решать проблемы, ну, домашние, там, да, денежные, рабочие, еще какие-то межличностные. Все потому, что он просто, ну, как сказать, не любит себя. Он в себе просто перестал быть уверенным. Он знает, что он профессионал, с одной стороны, головой, да, а с другой стороны, вот, может, ему кто-то что-то сказал нехорошее. Или он такой, знаете, чуть-чуть себя считает, меньше лидерских качеств, чем должно быть. Хотя в душе-то он лидер, да, в душе-то он настоящий мужчина, правда? Просто он вот сам в себе начал сомневаться, или вы ему чего-то сказали такое. Вспоминайте, где он себя занизил, да? Хорошо, финансовая составляющая семьи. Финансовая составляющая паж жезлов. А тут возможности чему-то поучиться, узнать что-то новое, интересное. Может быть, какие-то общие интересы, даже увлечения, хобби, курсы. И поднять финансовый потенциал вашей семьи можно. Это укрепит отношения, укрепит пару, нестабильность пройдет. Будет полная уравновешенность в паре, вы будете уверены в будущем, и, соответственно, наладятся в том числе и интимные отношения, и замечать он вас будет больше, и вот эта вот сухость у него пройдет, да, неромантичность. Нужно использовать свои возможности, потенциал по финансам. Вместе что-то создавать, идеи какие-то яркие, внедряйте там, да, и вместе что-то делайте интересное. Какие у вашего мужа интересы? Вспомните, чем вы могли бы его заинтересовать, что бы вы вместе могли обсудить. Даже что угодно это может быть, хоть выращивание клубники. Главное, чтобы вы вместе что-то делали, и вас обоих бы это заинтересовало. Причем не притворяйтесь. Если вас это не интересует, например, ночная рыбалка, типа мы с тобой будем рыбачить и рыбу продавать. Если она вас не интересует, не стоит в это лезть. Вам нужно найти, что вас обоих интересует. Именно обоих. Даже если там, не знаю, золото, дорогие духи, шубы, что угодно. Вспоминайте компьютерные игры, блогинг, да. Попробуйте что угодно. Даже карты Таро, если вместе интересуют. Хорошо. Следующий вопрос. Дети, родственники, близкие и отношения с ними. Посмотрим, что тут на этом фронте. Видите? Здесь что-то не так. Семерка жезлов. Кто такая семерка жезлов? Это когда ты от всех этих людей отмахиваешься, отбрыкиваешься этой палкой. А они прям как рой таких, не знаю, у меня прям ассоциация с роем насекомых, которые атаковали всех. То есть они вам мутят все это вот как. Ваши отношения путают, понимаете? Они как бы лезут и постоянно. Со своими советами, там, не знаю, атаковали вот буквально, там, со своими мыслями какими-то, проблемами, наваливаются вот кучей.
а ваша семья или там вы, может быть, даже своего мужа отбиваете этой палкой от этих людей, или вы оба встали на вершине горы и отбиваетесь палкой от родственников. Ну, там от родственников, даже детей бывает, дети сильно мозги иногда проклевывают. А вот у меня соседи, ладно, вдруг они услышат, ну, всю ночь девочку не хорала. Ну, нет, честно, вот бывает такое, что не замечаешь даже, свои же дети, да, и, ну, ко мне иногда обращаются девочки, женщины, вроде там молодые, ну, там 32 года, 35, у меня 5 детей. Но перед этим она вот у меня какие-то проблемы с мужем, а потом оказывается, ну, вообще у нас 5 детей, я говорю, сколько из них маленьких? То почти все. Я говорю, что ты хочешь? Он просто уже не может. Ну, это не то, что я детей обвиняю, да. Но если дети кричат по ночам, там, требуют, там, да, там, устраивают истерики, конечно, у мужчины настроение испортится, и у вас испортится, и у всех испортится. Просто нужно терпение, понимание включить, смирение, там, я не знаю. И начинает жена. Я же включила смирение, я же включила понимание. Ой, извиняюсь, Демида. Демид, нельзя лаять, извиняюсь. Сейчас, одну секунду. Ну-ка, перестань. Перестань. И вот жена начинает, что она включила вот это терпение, да, понимание, а муж не включил. Она его обвиняет, начинает злиться из-за него, да. Демид, перестань. Вот, и поэтому, конечно, начинается вот это вот трали-вали. Ты меня не любишь, ты наших детей не любишь, ты никого не терпишь, а у него уже депресняк. Как из этого выходить? Ну, начинать распределять обязанности по детям. Посещать вовремя психологов, вовремя заниматься с детьми. Вот, между прочим, если вы каждому ребенку уделите по часу в день, они от вас отстанут. Вам только кажется, что нет, а на самом деле да. Неделю-две так проведете, уже пойдет система. Хорошо. Как будут развиваться отношения в ближайший год между вами? Извиняюсь за Дему. Правда, я не хотела, чтобы он лаял, но он сам лает. Ну, вот видите, ваш брак останется, да, 4 жезлов, будете вместе нормально жить, все у вас будет хорошо. Между прочим, праздник какой-то идет. Вы знаете, вот у меня одна подруга недавно сделала себе, у них было 10 лет брака, они сделали повторно свадьбу на Мальдивах. Объясню, почему они это сделали. Во-первых, она, когда выходила замуж, у нее там, допустим, платья белого там не было, или там то платье, которое она хотела, той свадьбы, которую она хотела. Сейчас немножко денег подкопили, да, и устроили себе на 2 романтик на Мальдивах. Не какие-то там, знаете, ну то, чтобы детей всех с собой взять, у них 3, а именно вдвоем поехали. И всех своих детей они распределили все-таки там по бабушкам, няням и так далее. И вот дали они себе это время вдвоем, там эти, там, не знаю, 2 недели или сколько. И, естественно, вот у вас что-то такое будет в ближайший год. Я не говорю, что свадьба на Мальдивах тоже будет. Но что-то похожее, вот знаете, как праздник на 2, что ли. И, естественно, это укрепит брак. Вот. Без всех родственников, без детей куда-то там вместе провести время, даже если это за городом, в доме. Главное уделять иногда время друг другу, да. Насколько у вас гармоничный брак вообще, в принципе, давайте посмотрим. Паж кубков. Да нормальный гармоничный брак. Ну вот правда. И еще и от него, от этого брака в будущем будут какие-то приятные сюрпризы, я бы даже так это назвала. Вот понимаете, это хорошая карта. Она говорит о перспективах, об обновлении, о романтике, о чувствах. И о том, что эти чувства еще можно что сделать? Возродить и обновить. Поэтому здесь ничего не потеряно совсем. Так, и что делать для улучшения отношений? Давайте глянем. Что-то делать-то надо. 7 кубков. Эта карта показывает... Ну, когда ты впечатлился человеком, такой конфетно-букетный период, когда ты еще о человеке ничего не знаешь, там, ни его качества характера, ни недостатки. И такое часто бывает, что
мы разочаровываемся в наших партнерах. И зная все их недостатки, не можем о них забыть. А если забыть? Ну, представьте, что вы с мужем снова познакомились. Это так сложно. Но иногда, если разбираешься, вот, допустим, на таро раскладах, на психологических, кстати, или просто у психолога, ты начинаешь выковыривать из человека, да, его нутро. И ведь правда знакомишься с ним заново. Совсем иначе его воспринимаешь. И может быть это ваш шанс для отношений по 7 кубков, потому что вы можете использовать, да, вот этот прием, разобраться в человеке и найти в нем новые грани, которых вы раньше и не замечали, не видели, и впечатлиться, может быть, этим. Спросите, о чем он мечтал в детстве? Может, вы много лет прожили вместе и даже этого не знаете? Может, какую-то профессию выбирал особенную? Там бывает такое, что я знала там девушек, они хотели, ну, одна из них там, да, хотела в детстве стать полицейским. Ну, а сейчас она там работает по другой профессии. Но если бы она это рассказала мужу, он бы очень удивился, прошло много лет, и он только там узнает об этом, да. Ну, то есть вот вам это надо тоже осознать, что не все вы о нем знаете, ну совсем не все. Даже если вы много раз спрашивали что-то, вы можете спросить что-то 15-е, да, там 14 вопросов задали, а 15-й нет. И узнать о нем интересное. Моему сыну 15. Я была сегодня в шоке. Правда. Ему 15. Он мне сегодня рассказал, что во 2 классе они в школе с ребятами хоронили кошку. Под матрасами где-то на помойке. Я никогда этого не могла представить и подумать. И прошло уже много лет. Больше 7. Поэтому, ну вот так вот. У вас с мужем, скорее всего, то же самое. Вот такой ответ вам дали карты. Приходите еще, да, на наши вот эти вот такие вот посиделки. Пусть в Ютубе, но это будет для вас индивидуальный расклад. Всем пока и до новых встреч.